Альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля сайидина ва расулина Мухаммадин Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям ва аля алихи ва асхаби аджмаин ва бa'д. Qadrli qardaşlarimiz, assalamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Sizga Alloh taolaning salami, barakati va rahmati bo'lsin inshaalloh. Bugungi vaqtlarida biz Qurban majlislarimiz o'zdiramiz inshaalloh taolo. Shu kishilarimizdan Alloh taolo razılsın cheningda yiroq va yaqindan kelgan edi. Shu qardaşlarimizga Alloh taolo razı bo'lsin inshaalloh. Hozir vaqtda biz qisqagina duo qilamiz. Ilohi amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل منزل وبارك وآتى. Вот в отличие от других национальностей, кадры джамаат аль-муслимин, вы, наверное, сталкивались с этим, да, общаясь, например, с другими народами, да, bizning xalq альхамдулиллах шикар, вот, наверное, все-таки големликши. В отличие от других народов, насколько я знаю, да, когда, например, кто-то из нас не понимает татарский язык, мы на каком языке говорим? Здесь, наверное, вопрос о том, насколько мы любим свой родной язык и насколько мы стараемся говорить на своем родном языке. Ана тілінде болып сөйлесесі келсе екен, то есть біз ана тілінде сөйлейміз, ана тілінде сөйлесеміз, сможем именно выговаривать на своем родном языке. То есть заканчивали бы кто-то из нас, например, учился ли в татарской школе, например, да. Но вот в Москве, насколько я знаю, в 95-м году открылась школа имени Мусы Джалиля. Поэтому на самом деле и был вопрос о том, что хотели закрыть эту татарскую школу. И были вопросы, что собирались и как это возможно сделать и так далее, что на каким-то требованиям у них были сложности. Но вопрос кадры джамаат аль-муслимин закрыть очень легко. А вот попробуем мы вот вместе с вами, да, отстоять, попробуем ли мы как-то стараться именно внести свою лепту, где учились, может быть, наши близкие, наши, скажем, да, друзья или родственники, дети. Поэтому на самом деле единственная школа в Москве имени Мусы Джалиля, наверное, все-таки, иншаллах та'аля, она должна существовать. Поэтому мне удалось поприсутствовать в чисто татарской школе кадры джамаат аль-муслимин. Это было где-то 6 лет назад. Это был татарский съезд предпринимателей. И, насколько кто-то знает, может быть, знаком, это, председатель Союза мусульманок Татарстана Наиля Ханам Зиганшина обратилась ко мне, и с целью, чтобы я стал представителем, скажем, да, мы как-то вместе с ней работали. И она мне сказала: давай, говорит, вот если есть желание, поедешь вот как раз с ними. Мне очень интересно показалось, когда мы с ними встретились, нас отвезли на автобусе. Знаете куда? В Татарстане есть такой район, Муслим район называется, Муслимовский район. Слышали кто-нибудь из нас? Да. Муслимовский район, Муслим район. И знаете, нас встречали с чакчаками, с баурсаками. На самом деле очень красиво, очень, на самом деле очень приятно. И так получилось, что нам тогда сказали, что это самый показательный район. Самый показательный район. В том районе, по крайней мере, да, нам объяснили, нет безработицы. А сделали они на самом деле это с целью, чтобы привлечь людей, либо просто сказали, чтобы, людей, представить этот район лучшим образом, остается делать за Всевышним. Суть. Там существует и мечеть, и существуют и различные фабрики по производству мясомолочных, и, фабрики по производству металлоконструкций и так далее. Но самое интересное, когда мы зашли в татарскую школу, то есть это было, нам как раз таки всех предпринимателей привезли в татарскую школу, и, наверное, все-таки мне, как москвичу, родившемуся в Москве, учившему в русской школе, было очень обидно.
очень обидно и досадно, что я не учился в татарской школе. Я поднимался по этим лестницам, мы заходили в эти классы, то есть где сидели девочки, кызлар, малайлар, бетон явлыкта, вот учительница укутачылар тоже, сидела тоже вот в платке. И знаете как, вот, ну, Аллах Тали Ичин, вот на самом деле мне поступились слезы. Я просто начал плакать, да, что я этого лишен был. Я этого был лишен, что я не учился в этой школе, я не сидел вот за этими классами, не общался с такими вот, да, вот. Этого многие из нас были действительно лишены. Поэтому я не выступаю, к сожалению, сегодня от имени школы имени Мусы Жалиля, но это наша, скажем, культура, bizning тарихларыбыз, bizning наше наследство, так будем говорить, да, которое мы должны, иншаллах та'аля, с вами сохранить. Сегодня, по милости Аллаха та'аля, мы плавно переходим к теме Курбан-Байрам. Как мы знаем, да, это праздник, который восходит из истории нашего праотца Ибрагима, алейхиссалям. Как мы знаем, да, он по повелению Всевышнего Аллаха Та'аля должен был заколоть, принести в жертву своего сына Исмаила, алейхиссалям. И потому как это все было организовано, Всевышний Аллах Та'аля сказал, что ты исполнил волю, и за место этого мы, говорит Всевышний Аллах Та'аля, даем возможность именно заменим и принести именно в жертву барашка. Вот каждый из нас, когда Джамаат-уль Муслимин, об этом знает, об этом и читал, и рассказывали много, но на самом деле, наверное, многие из нас, да, вот, альхамдулилля, очень молодые, да, задаются вопросом, да, насколько мы вот ближе ко Всевышнему Аллаху Та'аля относимся, именно когда касается именно вопрос о подчинении Всевышнему Аллаху Та'аля. То есть, насколько мы с вами воспринимаем это близко, насколько мы любим Всевышнего Аллаха Та'аля, который любит нас гораздо больше. Порой мы этого не замечаем, когда Джамаат-уль Муслимин, она без цизме, без. Вот что-то у нас не получается, без анахурлыбыс. Ну, думаю, почему не получается, Вот, наверное, все-таки надо задаться вопросом. Вот у каждого из нас были мамы, да, вот все-таки каждый из нас был ребенком. И если вот такой случалась ситуация, когда мы что-то хотели в детстве, мама нам не давала. Ну, юк не давала, все, юк артык. Мы что начинали? Начинали башлаганат. Юганда, почему, мам? Беринде, ну дай, пожалуйста. Но наши матери, анилер, настолько были, альхамдулилля шакир, и грамотные, не то, когда не хватало денег, а то, когда они жалели, если там что-то нам, да, вот действительно нужно, без обязательно покупали. Но если нам это не нужно, как бы мы ни плакали, как бы мы ни хотели, она разала булмаса, то есть мы в любом случае получали это, но не сразу. Дразбитали. А они им ставили всегда условия, да, вот закончишь школу или будешь учиться на пятерке, мин берермен синя, или будешь хорошо слушаться, шулай синя беля гитермен. Харбисында шулай бит. Поэтому кадри Джамаат-уль Муслимин, вот таким образом, как Всевышний Аллах Та'аля, безге Аллах Та'аля амиритте, совершать Курбан-Байрам, совершать именно как bizning атиена анилар, абибабайлар, то есть собираться таким образом, как мы сегодня собрались, да, вот bizning байляда, да, как вот в деревне, например, в татарских селах, например, да, собирались, так и мы сегодня здесь. Альхамдулилля, шукр, по милости Аллаха Та'аля, собрались. Для чего? Теперь максат буйнша. Вот мы все-таки
зададимся вопросом, да, Гадашлар Белян Учрашарга, что-то полезное получить, что-то хорошее, да, вот почерпать какую-то информацию, с кем-то хорошим встретиться, да, с кем-то, с другом или подругой, с сестрой, с братом встретиться. Но самое основное, это задача то, что мы без Аллах Та'аля разалуганачин инде жийлабыз. Поэтому пусть Аллах Та'аля кабул етсін, мына қылған изгиликлерне, қылған ибадетлеребізне Аллах Та'аля хусны кабул белен кабул ейле, иншаллах Та'аля. И на самом деле очень интересное, вот хотелось бы в завершении процитировать фразу, цитату одного интересного турецкого ученого, который тогда сказал: твой намаз начинается после того, как ты завершил намаз. Твой пост начинается после того, как закончился месяц Рамадан. Твой хадж начинается после того, как ты приехал с хаджа. Кадре дусларам, вот что же это означает? Как это понимать? Что начинается, что заканчивается? То есть то состояние, тот халь, с которым мы читали намаз, то состояние, с которым мы проводили месяц Рамадан, то состояние, кто бывал в хадже, с которым мы совершали хадж. Вот когда это все заканчивается, то состояние Всевышний Аллах Та'аля именно и требует. То есть мы прочитали намаз, иманларыбызны кuvvetlendик, вот мы вступаем и в жизнь повседневную. И вот кто мы вот, в повседневной жизни, да, сталкиваясь с разными ситуациями. Вот bizning иманларыбыз qachon башлана икән? Ана без Аллаха Та'аляның рахмәте булганда, кадер җамаатул муслимин, вот мы должны в этих ситуациях и проявлять свою веру. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني بالآيات وذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.